В Якутии за последние годы проделана масштабная работа по расширению доступности медицинской помощи. Ввод новых объектов позволил в разы улучшить доступность к высококвалифицированной, специализированной помощи, что привело к повышению продолжительности жизни в регионе. Обо всем и по порядку смотрите в этом материале. Мы проходили всем классом 100% флюорографию, и это было очень удобно, так как если раньше мы все ходили порознь, то сейчас мы все вместе собрались и все дружно прошли флюорографию. По моему мнению, это хорошо, что появился флюмам, так как медицина не должна стоять на одном месте, а должна развиваться, делать ее общедоступной и быстрой. Медицина должна быть ближе к людям. Именно такой был главный посыл, который несколько лет назад при обсуждении национального проекта здравоохранения озвучил президент России. Подчеркивал, насколько чувствительна эта тема для наших граждан. Ведь речь идет о чем? Речь идет о ФАПах, о поликлиниках районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день. Но еще важнее то, что от эффективности и качества этой работы зависят очень многие важные параметры. Это продолжительность жизни людей, это демография, это вообще в широком смысле этого слова здоровье нации. По поручению президента с 2020 года в Якутии реализуется большая программа модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиники, фельдшерские пункты, машины скорой помощи. Им уделяется приоритетное внимание. Сегодня в нашей республике строится достаточное количество врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря строительству новых объектов нам существенно удалось улучшить доступность медицинской помощи в таких направлениях, например, как акушерство, гинекология, также кардиология. В рамках модернизации в прошлом году введен в эксплуатацию больничный комплекс в Вилюйске. Достраиваются центральные больницы в Татинском, Чурапчинском, Усть-Майском и Момском районах. Построены и сданы 24 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий. Проведен капитальный ремонт 18 медицинских учреждений, приобретается и автотранспорт. Благодаря нашему президенту уже 4-й год у нас в Якутии идет активное обновление автотранспорта медицинского. Летом, я помню, на площадке кардиологического нашего диспансера мы вручали ключи от 9 машин, сейчас поступило новые 10 машин. Отрадно, что они будут направлены не только в наши крупные центры, такие как Якутск, Нерегри, но и поедут на самые дальние наши районы. В этом году летом нам вручили ключи от автомашин УАЗ для врачебных амбулаторий сел Чапанда, отдаленного населенного пункта Чукар и села Пиндядя. В настоящий момент они все исправно исполняют свои служебные обязанности, то есть помогают стоять на страже здоровья населения Нюрбинского района. 14 октября по национальному проекту здравоохранения Нюрбинская центральная районная больница получила автомобиль скорой медицинской помощи класса «Б», который укомплектован всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе и реанимационной. Медицинский комплекс, оснащенный флюорографической и маммографической установками для проведения скрининговых исследований, также поступил на вооружение республики. Данная техника нам очень нужна тем людям, которые не могут выехать в центр для ФЛГ. Они на месте же проходят и ФЛГ, и маммографию здесь же. Особенный акцент делается на развитии медицины в удаленных районах, которые требуют нестандартного подхода к решению задачи. Так началась практическая реализация новой модели арктической медицины – мобильные доктора. Все необходимое оборудование доктора берут с собой. На местах выполняется ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, сосудов, щитовидной железы, предстательной железы и молочных желез. Забираются и анализы. Это онкомаркеры, онкоцитология, также анализы на ВИЧ, гепатит и другие. Помимо взрослой мультидисциплинарной бригады врачей, в команде теперь и детские доктора. Более того, сегодня ведется лицензирование и ряда узких специалистов, таких как аллерголог, ревматолог, дерматолог и, как итог, более 20,5 тысяч благодарных пациентов. Конечно, это очень хорошо, что врачи к нам приезжают в такую даль. Было бы хорошо, чтобы эта программа и дальше работала. Мы все этого хотим. Я хочу своего мужа перевести на инвалидность, а медицинская комиссия к нам не приезжала уже года 2-3.
Вот теперь я смогла его показать неврологу, пульмонологу, окулисту, и они очень внимательно, тщательно осматривают пациентов. Бригада мобильных врачей вернулась из очередной командировки. Мобильные доктора работали в Верхоянском районе. Врачи Республиканского центра мобильных бригад в составе 12 специалистов, в том числе терапевт, травматолог, ортопед, педиатр, невропатолог, эндокринолог, кардиолог, пульмонолог, лор, врач ультразвуковой диагностики вылетели 9 октября. За 2 недели они осмотрели порядка 1300 жителей Верхоянского района. Из них 935 взрослых и 255 детей. Узкие специалисты во время осмотров ставят пациентам диагноз и при необходимости выдают направление. Следующий выезд планируется в ноябре в Жиганский район. Верхоянский район – это один из самых больших населенных пунктов арктической зоны, да, в котором самое большое количество вообще населенных пунктов, там порядка 28 населенных пунктов. И в прошлый раз у нас выезжало одномоментно 2 бригады. В этот раз мы их разделили по направлениям. Также в этом году у нас в Верхоянском районе отработала детская многопрофильная бригада. И вот на данный момент за 2 недели посмотрели порядка 1300 человек. Благодаря строительству новых объектов постепенно решается и кадровый вопрос. Открываются новые вакансии, привлекаются высококлассные специалисты. И как итог, средняя продолжительность жизни в Якутии повысилась почти до 73 лет, что выше, чем в среднем по всему Дальнему Востоку. И на этом работа не прекращается. К примеру, в Якутске возобновлена акция «Добрый вечер, доктор». Врачи продолжат вести прием на общественных площадках и медицинских учреждениях в вечернее время. Напомним, впервые акцию «Добрый вечер, доктор» провели летом этого года. Тогда проект охватил более 12 тысяч человек. Так жители и гости столицы снова получили возможность пройти медосмотр и проконсультироваться у терапевтов и узких специалистов в вечернее время. Помимо этого, специалисты онкодиспансера проводят онкоскрининг, а также есть возможность пройти осмотр у дерматолога и сдать анализы на ВИЧ и гепатиты. В торговом комплексе Туймада врачи поликлиники номер 1 осматривают всех желающих на 1-м этаже. В спектр анализов входит и мазок на онкоцитологию шейки матки. В данном мобильном пункте результаты тестирования можно получить в кратчайшие сроки. Мы здесь смотрим от 18 лет. Нет, девушек, женщины, берем онкоцитологию от шейки матки. На онкоцитологии показывает это онкологическое заболевание, инфекцию и воспаление. Результаты через 2 дня. Всего функционирует 5 мобильных пунктов. 3 из них находятся на общественных площадках Урасамол, Азия и Туймада. 2 в медицинских учреждениях, онкологические и кожно-венерологические диспансеры. Пункты работают с понедельника по субботу с 17 до 20 часов вечера. Также активно ведутся профилактические работы. В целях профилактики в школе 3-го возраста прошла акция «Стоп инсульт». Приглашенный невролог рассказал о факторах риска, видах инсульта, основных симптомах, правилах оказания первой помощи и как избежать заболевания. Врач отметила, что одним из основных факторов риска, приводящими к развитию инсульта, являются вредные привычки и неправильное питание. По словам невролога, в республике заболевание характерно для лиц пожилого возраста, но в последнее время участились случаи среди молодых людей. Инсульт – это очень тяжелое заболевание, часто приводит к инвалидизации и к смерти пациента, поэтому его лучше профилактировать. Целью этих мероприятий является информирование населения о симптомах инсульта, о ранней диагностике и, конечно же, о профилактике инсульта. И вот сегодняшнее мероприятие проводится в стенах школы 3-го возраста, и основной акцент мы сделали на профилактике инсульта. В республиканских больницах обновляется медицинское оборудование. В Центре экстренной медицинской помощи провели операцию с помощью нового инновационного оборудования. Современная технология позволяет врачам-нейрохирургам выполнять операцию с применением роботизированного подхода, а также систем нейронавигации,
визуализационного контроля. Впервые нейрохирурги Республиканской больницы номер 2 использовали новый микроскоп в ходе операции на головном мозге 60-летней пациентки, которая экстренно была доставлена санрейсом после инсульта. Врачами была диагностирована аневризма средней мозговой артерии. Больная с разрывом аневризмы средней мозговой артерии справа. Сейчас аневризму мы выделили, видим уже аневризму. Если вы посмотрите на монитор, то увидите ее купол. Я вам центровку сделаю на нее. Купол аневризмы, вот. Это левая лобная доля, левая височная доля. Сейчас мы приблизительно приближаемся вот к этому месту, где произошел разрыв. Далее будем выделять аневризму и проведем ее клипирование. Пациентка тяжеленькая, но я думаю, все закончится благополучно, потому что мы уже видим нашу цель. Применение микроскопа значительно облегчает врачам задачу. Многократное увеличение операционного поля позволяет более свободно и точно работать с тканями мозга и кровеносными сосудами. Операция действительно прошла благополучно. Вот сам купол аневризмы, он продолжает кровить. И сейчас мы проводим постоянное клипирование разорвавшейся аневризмы. Накладывается постоянный клипс. После того, как наложили клипс, временную клипсу мы убираем. Тем самым восстанавливаем кровоснабжение правой лобной, правой теменной доли в данном случае. Видим, что купол аневризмы после клипирования спался и больше не кровоснабжается. У данной пациентки в этом месте больше инсультов не будет. Нейрохирурги Центра экстренной медицинской помощи будут использовать микроскоп для лечения широкого круга пациентов. Оборудование позволит выполнять операции на головном и спинном мозге и свести к минимуму риск повреждения критических областей, прилегающих к патологическим зонам, что делает лечение максимально безопасным. Начали использовать его при операциях на спинном мозге, на позвоночнике непосредственно, при травмах, при разрывах твердой мозговой оболочки для сшивания, потому что структуры очень, скажем так, нежные, тонкие, и с человеческим глазом очень сложно отследить иногда иглу или нить, которая используется, да, микронить для сшивания. Микроскоп в этом очень хорошо помогает. Также при удалении, допустим, грыж диска, межпозвонковых грыж, при этом из плюсов это небольшой доступ, небольшой разрез кожи и максимальное кратное увеличение, что позволяет нам увидеть абсолютно все, что нам необходимо. Отделение нейрохирургии входит в состав регионального сосудистого центра и травмоцентра первого уровня. Ежегодно через отделение проходит более 1000 пациентов. Из них 68% получают лечение с помощью операционного вмешательства. Отделение обеспечивает круглосуточную медицинскую помощь взрослому населению республики в экстренной и плановой формах при заболеваниях и травматических повреждениях черепа и головного мозга, позвоночника, спинного мозга, а также сосудистой патологии.